прямом эфире новости Татарстана в субботу. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Все на Сабантуй. Все шикарно, все прям идеально. Праздники Плуга стартовали в районах Татарстана. О неизменных традициях и новых забавах. Рамиль Шайдуллин. У них самая добрая работа. Короткими жестами смахивания слева направо. Угу. Сегодня день социального работника от самой теплой и нужной профессии. Вероника Гайнуддинова. Женщины-тираны, летающие животные и орудия пыток в стиле мебели Икеа. В проекте очень много такого глубокого смысла, подтекста, который, может быть, доступен будет не сразу. Перевернутый современный мир глазами художников увидела Алина Мусина. Мотовездеходы пыли не боятся. 46 километров, потом до финиша ехал со сломанной рукой. Руль был вон там. Для чего в Пестричинский район приехали вездеходы со всей России, знает Сергей Хайдаров. Некоторые его называют русским Давосом, но он уже давно заслужил свое имя и свой статус. В северной столице завершился Петербургский экономический форум. 3 дня на одной площадке бизнесмены, чиновники, главы государств и эксперты со всего мира обсуждали тенденции развития мировой экономики. Было место и дискуссиям, миллиардным сделкам, важным политическим заявлениям. Обо всем по порядку. Тимур Бекмурзин. В центре Республики Татарстан на Петербургском форуме место притяжения для гостей, участников компаний не только из России, но и всего мира. За несколько дней несколько десятков встреч, важных переговоров и множество подписанных соглашений. На полях форума были подписаны ряд ключевых документов между республиканскими компаниями и иностранными партнерами. В частности, Таиф подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Schneider Electric. Работать совместно договорились и с давним партнером Таифа, компанией Якогава Electric. Подписи под соглашением поставили заместитель генерального директора АО «Таиф» Руслан Шагабудинов и генеральный директор ООО «Якогава Electric СНГ» Владимир Савельев. Якогава, Schneider Electric – это мировые лидеры. Поэтому то, что вот эти мировые лидеры видят компанию Таиф своим стратегическим партнером, создают центры технической поддержки, создают центры разработок, создают центры думают о локализации своего производства. Это говорит, что они приходят к нам надолго и очень серьезно. Петербургский международный экономический форум – это крупнейшая коммуникативная площадка, поэтому вот таких вот зон для переговоров здесь очень и очень много. Именно вот в этих кабинетах и решается настоящее и будущее экономики не только России, но и всего мира. Deutsche Bank помогает Таифу в реализации стратегических проектов в энергетике и в нефтехимии. За годы сотрудничества сложились доверительные отношения. Переговоры на полях форума – отличная возможность сверить часы и скорректировать планы. Обратная связь, которую мы получаем от наших партнеров в Германии, компании Siemens и Linde, она очень позитивная. На мой взгляд, это потому, что у вас хорошо организована командная работа. Siemens – еще один стратегический для Татарстана и группы Таиф партнер. Есть очень много предложений от банков в участии в наших дальнейших проектах, финансирования. Вот JP Morgan встречались, Deutsche Bank встречались с руководством. Еще ряд встреч будет. Да. Ну вот, работа продолжается. Сегодня компания Таиф реализует масштабные проекты в нефтехимии и в энергетике на площадке в Нижнекамске и в Казани. Сотрудничество с ведущими мировыми компаниями – это мировой уровень технологий, оборудования и неоценимый опыт. С Линдой у татарстанской компании глобальные планы. Немецкий концерн – стратегический партнер Нижнекамск нефтехима в реализации масштабного проекта строительства этиленового комплекса. Сейчас проект подходит к этапу строительства. Очень важно, чтобы все было готово заблаговременно. Мы определили ряд мер на 3-4 недели, чтобы убедиться, что мы укладываемся в срок. Тимур Бекмурзин и Шавкат Гемудуддинов. Новости Татарстана, Санкт-Петербург. Сабантуй шагает по стране. Сегодня народные гуляния развернулись на сельских майданах. С этим народным праздником татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. На протяжении многих веков Сабантуй был и остается для нас одним из самых долгожданных событий. Где бы ни проживали татары, широкий майдан Сабантуя дает прекрасную возможность ощутить свою причастность к родной культуре, насладиться звучанием татарского языка, проявить свои самые лучшие качества. Отрадно, что сегодня Сабантуй – место встречи представителей разных национальностей
гостей вероисповеданий. Позже этот замечательный праздник сполна дарит нас прекрасным настроением, бодростью и оптимизмом. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, говорится в поздравлении президента. Всеми красками Майдана переливалась сегодня площадка в райцентре Тюлечинского района. Почетным гостем Сабантуя стал Фарид Мухаммедшин. Сегодня тружеников чтили как истинных героев, а национальный праздник устроили по-настоящему всенародным. На нем побывал и Рамиль Шайдуллин. И хорошее настроение, там баян, солнце и Майдан. В Тюлечах долгожданный Сабантуй. Значит, труженики сделали все, чтобы успешно завершить посевную. И герои дня сегодня именно они. Сначала селяне открывают праздник, затем принимают награды. Сейчас 20 лет, когда яркой работаю. Слава богу, горжусь собой. Ну, когда подарки дарят, всем приятно, наверное. Где, как не здесь, можно увидеть и услышать все самое родное и народное. Цвета, орнамент, традиции год от года притягивают гостей сюда. Чтобы повстречаться с родственниками, повстречаться с друзьями, послушать родную музыку, родную речь. И я вот вижу, что у людей хорошее настроение. Мы специально из Казани приехали сюда, на этот Сабантуй. Нам все нравится. Нам очень все нравится, все шикарно, все прям идеально. Мы очень рады, спасибо большое. Я недавно приехавший, как говорится, вот из Сибири, на самом деле очень приятно ощутил то, что вот эту сплоченность. Как ощущение, скажите, пожалуйста. Сегодня на празднике, как и сотни лет назад, и селянки с коромыслами, и глиняные горшки, а вот все взгляды прикованы к самым сильным мужчинам района. На ковре батыры. Вот за что любят такие народные состязания, то, что столетиями их правила остаются неизменными. Бьешь или ты, или тебя, ударил сильно, получишь сдачу. Все это время на Майдане не стихает музыка. Играть и петь – задача музыкантов. Дети взрослые участвуют в разных соревнованиях, но мы как-то дарим свои песни. Кто-то слушает, а кто-то пускается в пляс, несмотря на возраст и пол. Именно так народный праздник становится всенародным. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Тюлечинский район. В Тюлечи сегодня съехались и известные татарстанские блогеры. Они предложили Фариду Мухаммедшину усилить роль интернета и соцсетей в стратегии развития татарского народа. Напомним, проект разрабатывается по поручению президента республики, и он призван объединить всех татар. У блогеров, освещающих преимущественно жизнь и культуру татар, есть миллионная аудитория. И именно интернет, считают они, это самый эффективный инструмент. То, что молодежь сидит в интернете, потому что это за ним будущее, потому что дети уже растут, пятилетние уже говорят, мы хотим стать блогерами. Из-за этого я считаю, что интернет в стратегии должна занять один из главных мест. Народный праздник в 2000 километров от Татарстана. Сегодня в Новосибирске начался федеральный Сабантуй. Его открыл Василь Шейхрази. Он будет идти 2 дня. Сегодня на площадке городского ипподрома прошли скачки и сельхозярмарка. Основное действие федерального Сабантуя развернется завтра в парке Михайловская набережная. Ожидается участие Рустама Минниханова и губернатора Новосибирской области Андрея Травника. К другим новостям. Капремонт домов в республике завершен на четверть. Об этом сегодня сообщили на совещании в Доме правительства. В планах на капитальный ремонт 942 многоквартирных дома по всей республике. Также строители работают на 7 молодежных центрах, на 35 объектах культурного значения, в 29 школах и 113 детсадах. Параллельно ремонтируют 8 детских лагерей. Если вы в ближайшее время планируете купить квартиру по ипотеке, посмотрите разброс цен в аналитике интернет-газеты «Реальное время». Уровень Волги вернется в прежние пределы в конце следующей недели. Так решили в Москве на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию водохранилищ Волжско-Камского каскада. В обсуждении участвовали Казань, Астрахань, Саратов, Волгоград. Татарстан представлял министра экологии и природных ресурсов. О деталях встречи мы спросили у Александра Шадрикова. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Вы поздно вечером в четверг вернулись из рабочей поездки в Москву, где было заседание рабочей группы по ситуации на Куйбышевском водохранилище. Хотелось бы узнать, к какому решению в итоге пришли. Конструктивная была очень рабочая встреча. Соответственно, было принято решение непосредственно по Куйбышевскому водохранилищу режим наполняемости. То есть водохранилище будет дальше наполняться
Возможно, не с такими темпами, как вот мы видели. 3-4 сантиметра в день. Я думаю, тоже это хороший результат. Мы знаем, что обсуждения шли не просто. Нижняя Волга придерживалась одной позиции, верхняя и средняя предлагали другое. Вообще расскажите, как шел процесс? Ну, хочу сказать, в целом конструктивно. То есть все те службы, которые были, и Росрыболовство, Росречфлот, и коллеги из других субъектов, конструктив был. И, соответственно, то, что результат уже мы видим в сегодняшний день, и Росводресурсы уже, соответственно, на своем сайте тоже отразила межведомственная рабочая группа, то есть заседание, итоги. Самый главный конструктивный разговор именно с пониманием друг друга. Александр Валерьевич, ну в итоге что будет с Волгой, какой уровень воды и к какому числу должен быть? К 15 июня должно быть у нас 52 метра 50 сантиметров по Балтийской системе. Если у нас сброс был 6500, с сегодняшнего дня уже 6000 тонн в секунду сброс уменьшен. И, соответственно, этот будет до 20 июня 6000. И с 21 июня по 10 июля будет сброс 5000-5500 тонн в секунду. То есть на уменьшение сброс. Но в то же время мы должны понимать коллег тоже с Астрахани, с Волгоградского гидроузла. Им дополнительно добавляют 5500 тонн в секунду. То есть, у них тоже, вот мы не раз обсуждали и не раз говорили, что ситуация тоже у них сложная. Самое главное то, что мы идем к тому уровню, который мы планировали. Большое спасибо, Александр Валерьевич. Вам спасибо большое. Спасибо. Нашим журналистам слова огромной благодарности, коллегам, на самом деле, за вашу поддержку и за понимание. У них самая добрая работа. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. В нашей республике их больше 9000, и каждый из них не просто упрощает сложную жизнь своих подопечных, но и становится для них лучшим другом. О неоценимой работе Вероника Гайнудинова. Вот теперь стрелкой вверх-вниз походи. Клавиши на ощупь, все действия озвучиваются. Так слабовидящий Фанис Валиулин изучает новый для себя компьютер. Всего пару занятий и уже результат. Сам записывается на прием к врачу. Такой успех не без помощи социального педагога. После того, что вот педагог обучил этому всему, у меня уже представление есть, у меня же я знаю, как это все делается. Для меня шире открылись перспективы. Это остановка разъезда восстания, да? Открылись и новые пути. Это, например, занятия по ориентированию. Сначала наглядно строят маршрут, потом его проходят уже по улице. И так с каждым подопечным. У Марины Пижанковой их 9. Такие занятия полгода по 2 раза в неделю. Для нее это уже больше, чем просто работа. Помощь людям. Причем такая помощь, результат которой видишь тут же практически. Работа очень интересная. Самое главное, что можно проявить какое-то свое творческий подход, видение. О творчестве с детства она и мечтала. Литература, поэзия, стихи пишет Марина до сих пор. Есть и свои сборники. Они специальные для слабовидящих. Текст крупным шрифтом. А вы ввели меня по музыке своей. А я впервые не боялась оступиться. Талант и мастерство Марины ценят и подопечные, и коллеги. Профессионал своего дела, несмотря на то, что она является инвалидом по зрению, да, она все то, что она делает, все пропускает через себя, через свое сердце, через свою душу. Марина не только облегчает сложную жизнь своих подопечных, но и делится с ними своей любовью и теплотой. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Атмосфера одиночества, пластика движений, эстетика и язык скульптуры. Актеры творческой лаборатории «Город-арт-подготовка» сегодня удивляли зрителя своими неординарными эскизами спектаклей. Сегодня казанцам представили «Похитителя кур» и постановку на основе творчества Альберта Лемона. Увидела их и Юлия Муратова. Культура должна стремиться к тому, чтобы у нее были притоки. Композитор Дмитрий Власик сегодня на сцене исполняет не музыкальные композиции. Впервые попробовал себя в роли режиссера и актера. Шагом из музыкального искусства в театральное стала постановка на основе творчества Альберта Лемона. Я вошел в контакт с некими людьми, которые тоже занимаются художественной деятельностью. Вот все мы пытаемся что-то сделать, пытаемся о чем-то размышлять. Немножко с разных позиций. Я, возможно, больше с позиции звука, времени и музыки. У нас в лаборатории главенствующее место занимает любой творческий человек,
композитор, драматург, хореограф. Язык художественной лепки, эстетика рукотворных изваяний, музыка Альберта Лемона. Все в одном творческом рисунке. Зритель попадает в атмосферу повседневных будней профессиональных скульпторов. Мастера, студенты Казанского художественного училища. На сцене кропотливый труд, а на театральной площадке лучшие работы. А это макеты будущих скульптур, созданные участницами из пластилина, пока вот в таком вот маленьком формате. Последний этап – перенести идею на больший масштаб. Некоторые скульптуры достигают 4 метров в длину. Мрачная, почти мистическая атмосфера окутала зрителя на эскизе спектакля «Похититель кур» по роману Габриэля Маркеса «100 лет одиночества». В центре внимания люди, запертые в себе и спрятанные от мира. История о том, как душевный холод разобщает семьи, актеры поставили почти в полной тишине. Со сцены редкие испанские речи, но не испанские страсти. Идею передает лишь пластика движений. Эскиз спектакля актеры готовили всего неделю. Я играю Маурисио Бабилони, мастерового с банановых плантаций. Сложно сказать, что сложнее, существовать именно в формате спектакля, в формате лаборатории или эмоционально сопереживать персонажа. Ситуация какого-то бесконечного веселья и сжатых сроков, она иногда, если все удается, то она дает такой очень интересный адреналиновый выхлоп, через который вдруг что-то получается. Увидеть эскизные постановки творческой лаборатории «Город Артподготовка» еще можно до 15 июня. Завершит программу «Иммерсивный спектакль» Анна Каренина. Юлия Муратова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. В последний раз в вечерний час в Казани завершается международный театральный фестиваль тюркских народов «Наурус». Неделю актеры показывали свои истории и обменивались опытом. На озере Кабан состоялась финальная постановка «Тюляк» Назиба Жиганова. Там работает моя коллега Лилия Кашфарова. Лилия, как публика приняла спектакль? Публика в восторге. Только что завершилась опера Назиба Жиганова «Тюляк». История о любви, геройстве и братских отношениях. И место возле озера Кабан выбрано не случайно. В спектакле есть партия и с подводным царством. Современников. Спектакль поставлен оперной студией Казанской консерватории и оркестром «Татарика». Мы пообщались с организаторами, и они рассказали об особенностях выбора оперы. Просто эта опера была очень сложна в понимании и в принятии ее вот, демократичной публикой. Она была очень длинная, громоздкая, 4-часовая. Мы ее сделали более компактной, более доступной, более демократичной. Сохранили все самые лучшие арии, дуэты, ансамбли. Убрали несколько сложных композиций балетных и оркестровых. И тем самым как-то сделали более ее оперной. Я думаю, что это событие для республики, потому что мы этот спектакль уже прокатали в Большом концертном зале в Санкт-Петербурге, в ГИТИСе, в Москве, и еще во многих городах России. Теперь вот мы хотим показать широкой публике Татарстана. Премьера состоялась 2 года назад, и народ принял оперу. Ждали возможность, чтобы показать ее в естественных декорациях. И вот сегодня, в заключительный день фестиваля «Наурус», через набережную Кабан прошли тысячи человек и увидели постановку. У нас на этом все. Спасибо. Даяна. Спасибо, Лилия. А мы продолжаем тему искусства. Перевернутый мир в центре Казани. Речь о необычной выставке в галерее современного искусства. Персонажи экспозиции словно существуют в декорациях городских окраин и спортивных арен. В чем отличие современных орудий пыток и скандинавской мебели? Алина Мусина. Вдохновение со средневековых гравюр. Именно этот момент отмечают все художники объединения АС+Ф. Здесь мужчины меняются ролями с женщинами, богатые с бедными и животные с людьми. В Казани такая выставка представлена впервые. В проекте очень много такого глубокого смысла, подтекста.
который, может быть, доступен будет не сразу зрителю, да, потому что он все-таки рассчитан на более глубокую какую-то проработку. Видеосюжет погружает в перевернутый мир. Здесь также представлены анимированные фотографии с добавлением компьютерной графики. Все это в одном здании. Масштабный панорамный экран, яркие персонажи, необычный сюжет. Все это не оставило равнодушным ни одного зрителя. Очень счастлива, что в нашем городе такие события происходят, потому что, на мой взгляд, это мировой уровень. Это очень интересно, это очень концептуально. Никогда на таких выставках не была. Здесь действительно действие происходит прямо на экране. Ощущение, будто вы находитесь в кинотеатре. У нас в России. Но в России, я думаю, что все-таки мир примет наше искусство, то, которое оно сейчас еще и при этом молодое. Кроме картин, здесь же представлены средневековые орудия пытки в стиле скандинавской мебели. Скрытый смысл есть и в инсталляции галереи. Диджитал-принты высотой практически в 3 метра были напечатаны в Германии специально для Казанской выставки. Иллюстрации уже успели побывать в галереях Москвы, Санкт-Петербурга, Европе и США. Сейчас возможность познакомиться с современным искусством есть и у казанского зрителя. Выставка работает до 30 августа. Алина Мусина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Они не боятся ни пыли, ни грязи, а непроходимые леса – это их трасса. Сегодня в Пестричинском районе стартовала крупнейшая в России серия гонок на квадроциклах и мотовездеходах. В ралли-рейде участвуют 50 экипажей из России, Казахстана, Украины и Беларуси. На что гонщики идут ради победы и у кого сегодня возникли проблемы уже на старте, расскажет Сергей Хайдаров. На максимальной скорости мотор ревет, клубы пыли. Эти вездеходы громко рычат и рвутся в бой, вступая в гонку друг за другом. Здесь на старте гонщиков поддерживают болельщики, которых здесь достаточно много. И это несмотря на то, что, по сути, все они видят только стартовую точку. Самое интересное скрывается за теми деревьями, из-за которых виднеются только клубы пыли. В гонке сразу 50 экипажей. Это лучшие квадро- и мотогонщики России, Украины, Казахстана и Белоруссии. 4 спецучастка по 75 километров, пересеченная местность, солнце, жара. В общем, условия не из простых. Горы, холмы, овраги. Гонщики на этой трассе впервые, а значит, ждут сюрпризов. Вот опытные ребята говорят, надо не пылить, спокойненько ехать, тогда доедешь. Есть опытные ребят достаточно, есть кто недавно пришел, поэтому очень такая плотная борьба. Управлять этим багги достаточно просто. Принцип здесь как на машине с автоматической коробкой передач, но нужно быть очень аккуратным. Он достигает скорости 100 км в час. И там на кочках это может быть очень опасно. В прошлом году на 3-м этапе я сломал руку, неправильно прочитал карту. 46 километров, потом до финиша ехал со сломанной рукой, руль был вон там. Вы доехали так до финиша? Обязательно. Спорт опасный, но уж больно захватывающий, говорят гонщики. Квадроциклы и мотовездеходы проедут почти весь Татарстан. Трасса соревнований через Рыбнослободский, Телючинский и Мамадышский районы. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Пестричинский район. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Всем привет! Уже целую неделю идет лето, на улице жара. У кого-то в голове экзамены, сессия, работа. Кто-то уже улетел отдыхать, кто-то занимается ерундой в городе. Но всех этих людей объединяет одно. Они все выкладывают свои действия в сеть. А мы смотрим, лайкаем, комментируем и обсуждаем. Ну что, откладывай свои смартфоны в сторону. Это рубрика «В сети». Начнем. В Казани начался какой-то непонятный и, судя по всему, несанкционированный флешмоб. Казанцы решили, что автобус – это то самое место, где можно постирать и высушить свое белье. Просто постирали вещи и развесили в автобусе. Причем это не единичный случай. Да, ребят, Что это такое вообще? Ребята, общественный транспорт не от слова «общага», чтобы там вещи стирать и так далее. А может, это какой-то протест? Только вот протест чему?
если только здравому смыслу. Набережные Челны, как всегда, отличились, но в этот раз не в лучшем свете. Нет, это не старое видео из Нижнекамска, когда люди дрались за чак-чак. Это свежее видео из набережных Челнов, где люди устроили давку из-за плова, который бесплатно раздавали в парке. Ну, тут несколько вариантов. Либо плов был с кусочками золота, либо под пловом был тот самый нижнекамский чак-чак. Но итог один – умом Россию не понять. Все, это законченное предложение. В сеть попало видео самого милого задержания. Почему милого? Сейчас вы сами все поймете. Полиция, вставай. Вставай, полиция. Поднимайся. Этот мужчина, чей храп вы сейчас слышите, якобы мошенник. По его вине многие пенсионеры лишились денег, но не суть. Карма его все равно настигнет, решили полицейские. Вы посмотрите, как группа захвата тихонечко зашла, разбудила мужчину и сказала: Фамилия, имя, отчество твое. Так что, друзья, запомните, не совершайте противозаконных вещей, не обманывайте людей, потому что наказание вас все равно настигнет. А кто уже совершил что-то подобное, то молитесь, чтобы вас также мило и красиво задержали. Самое обсуждаемое событие этой недели – это, конечно же, финал Лиги Чемпионов. А точнее, что во время него произошло. Во время матча на поле выбежала полуголая девушка, устроила своего рода пранк. Ну, девушку, конечно же, сразу вывели, но свою минуту славы она, конечно же, получила. Да еще какую! До этой пробежки по полю у нее на страничке Instagram было около 300 тысяч подписчиков. А после, внимание, 2,8 миллиона. 2,8 миллиона, Карл! Как говорится, если хайпить, так на весь мир. Тоже, что ли, надеть купальник и выбежать на Казань-арену? Хотя, если я выбегу на матч Рубина... Думаю, не столько подписчиков у меня прибавится. Сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Мы знаем, как Рустам Минниханов любит делать селфи. Так вот, эта неделя была богата на подобного рода снимки с различных деловых встреч. Тут и губернаторы, и наши соседи, и ученица наша, и многие другие. Также президент выложил ролик о том, как устроили детский праздник в ДРКБ в честь Дня защиты детей. В костюме Человека-паука, может быть, был Рустам Минниханов. А иначе как объяснить это виртуозное спускание под татарскую музыку? А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте сериал «Чернобыль», который выпустил американский канал HBO. Говорят, очень интересно. Вторую строчку занимает ОГЭ и ЕГЭ. Ну, это неудивительно, сейчас самая пора. И замыкает тропку, собственно, финал Лиги Чемпионов. Тоттенхэм-Ливерпуль 0-2. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! В Казанском цирке с 7 июня гастроли цирковой программы «Звезды Москвы». По-летнему горячее предложение от автоцентра «Марка». Японский «Датсун» от 373 400 рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Мне снятся эти места. Здесь мои корни. Дом там, где твое сердце. ЖК «Акварели». 17 минут до Казани. Акварелидом.ру. Живи ярко, живи в акварелях. Автоцентр «Марка» Nissan на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Болгарская исламская академия объявляет набор слушателей. В учебном заведении готовят магистрантов и докторантов по исламским наукам. Обучение ведется на арабском и русском языках. Направление обучения – исламское право, исламская мысль и вероучение. Подробности по телефону в Казани 590 34 98.
У вас заканчивается полис ОСАГО? Сделай расчет стоимости в Астра-Волге. Цены на полис автострахования вас приятно удивят. Теперь в Татарстане. Приглашаем агентов к сотрудничеству. Здравствуйте! Лето в самом разгаре, температуры все выше, солнце все активнее. О погоде после интересной информации. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите! Только в июне при заказе кухонного гарнитура обеденный стол в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166 или на сайте danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 июня на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет солнечно, 25 градусов. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают ясную погоду и 24 градуса тепла. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также солнечно и плюс 25. На северо-западе, в Арске, в Кугмаре, Балтаси до 26 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном ожидается ясная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 27. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет солнечно и 25 градусов выше нуля. В последующие дни температуры станут еще выше. Компания «Биотек» представляет комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон». «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями и восстановит сон. Сильное напряжение, тревожность. Комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями днем и восстановит сон ночью. «Санатон» – соната ваших эмоций. В «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 30 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. Медицинский центр «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани ожидается ясная погода. Днем 25-27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха 43%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.